я следую принципу, который во мне заложил мой отец. Он говорит: сынок, в нефтяной надо институт тебе поступать. Мы же нефтяники в Альметьевске. Но я тебя попрошу, научись работать с людьми. И если ты научишься работать с людьми, то ты будешь лучше, чем инженер-механик, токарь, сварщик, электрик и так далее. Это самая сложная профессия. Эту сложную профессию Фарид Мухаммедшин осваивал всю жизнь. Уроженец Альметьевска прошел трудовой путь от токаря до председателя правительства и спикера Госсовета. Про него, несомненно, можно написать книгу. И она будет об истории нашей республики с момента ее становления как суверенной до сегодняшнего дня. В далекие 90-е годы мне пришлось играть с Борисом Николаевичем Ельциным. Он очень любил бильярд. И вот мы с ним играли. В одно время я начал выигрывать. Но мудрый президент Татарстана Шаймиев мне тихонечко дал понять, что не обязательно сегодня выигрывать в этой партии. Нам надо большие задачи решать. Возглавить парламент, а на тот момент Верховный Совет Татарстана, Фариду Хайрулловичу довелось в самое непростое время. Распад Советского Союза, смена государственного и экономического строя, становление государственности республики в составе России. На ответственный пост нужен был человек с деловыми и дипломатическими качествами, но главными при выборе стали человеческие. Я уже видел, как к нему люди относятся, как он к людям относится. Вроде мягко говорит, тихо говорит, но все внимательно слушают. Я должен был освободить пост председателя Верховного Совета, и тогда предложил кандидатуру Фарида Хайрулловича, уже будучи уверенным. Дал слово «умри, но сделай». Это еще одно правило, которое Фарид Мухаммедшин перенял у отца. Он работал с людьми, слышал их, был среди них, разговаривал на их языке. У меня лексикона не хватает. Я не могу дискутировать политические вопросы с такими знатоками, писателями татарскими, другими. Я себе дал слово выучить татарский язык. Сколько смогу. Мне было 45 лет. Более общительный такой, смуглый такой, красивый, молодой человек. Но он и вообще уважительный к людям был, очень. Так что не был, а есть. В 90-е тандем Шаймиев-Мухаммедшин прошел через сложные испытания времени. Во многом благодаря таланту дипломатии, отметят спустя годы. Мухаммедшин показал себя здесь как прекрасный переговорщик, потому что когда речь идет о такой тонкой материи, как федерализм, баланс принципиальности, твердости в отстаивании позиции и умение найти компромиссное решение, это очень характерно для Мухаммедшина. Татарстанский парламент во главе с Фаридом Мухаммедшиным за эти 3 десятилетия стал одним из самых инициативных в стране. Так как вот он эффективно отстаивает интересы республики, жителей Татарстана, знаете, не во всех регионах увидишь, чтобы такой профессиональный был председатель парламента. Татарстану повезло. Фарид Мухаммедшин, будучи председателем Госсовета, успевал совмещать и общественную работу. Представлял Россию в Конгрессе региональных и местных властей в Совете Европы. Возглавлял Совет законодателей страны. Его работу на международном поприще отличает высокая активность и такой талант дипломата, талант, я бы сказал, переговорщика. Парламент, международная арена, руководство Ассамблеи народов, партийная работа, авторетро-клуб, волейбольная федерация. Он успевал все и делал это с любовью. В целом мы всегда советуемся. И Фарид Хайруллович, он всегда может сформулировать, дать правильное направление. Очень комфортно с этим человеком работать. Можно сказать, что он человек, который выдержал самые сложные испытания перед лицом страны и перед лицом нашего народа. Теперь уже на базе авторитета, опыта, который за эти годы наработал, я могу сказать, что служить людям – дело непростое, но очень нужное. Все эти годы его надежным тылом была семья. Я могу быть спокоен за свою старость и благодарен жене. Если бы не ее забота обо мне, я бы как руководитель не состоялся. Алия Хайрудинова, ТНВ, Казань.